Эксперимент года. Как обычная студентка втерлась в доверие алматинскому бомонду. Колготки, носки, бритву. Миссис Казахстан выбрала себе подарок на 8 марта. Светлые головы Ким Кардашьян и Джаред Лето обесцветились. Халк с лицом куклы. Мускулистая Барби лишила сна мужчин. Всем привет! А начну я выпуск с объятий. Давайте, не стесняйтесь, обнимите всех, кто сейчас с вами рядом. Да хотя бы телевизор. Сегодня самое время проявлять свои нежные чувства. По крайней мере, так советует алматинский метрополитен. Вообще, Международный день объятий отмечают 21 января. Его придумали в 80-х годах американские студенты. В этот день можно по-дружески заключить в объятия даже незнакомого человека. А вот алматинский метрополитен именно сегодня решил устроить праздник тепла для наших дорогих дам. Под призывом «Обними маму» ростовые куклы обнимали всех прохожих, на что те с радостью соглашались. Почаще надо обнимать. Обнять – самый лучший подарок. Ой, молодец. Мы хотим, чтобы к 8 марта обнимали мам, чтобы к празднику защитников Отечества обнимали отцов. Вообще, чтобы наших объятий в нашей стране было как можно больше. Пообнимавшись вдоволь, пассажиры метро отправились к своим родным и близким поделиться положительной энергетикой. Динара Атеева, Гани Калуов, Ревью. Лихорадка вокруг 8 марта в самом разгаре. Мужчины уже вспотели в суматошном поиске подарка. Но, как оказалось, казахстанские леди совсем не привередливые. Не нужны им бриллианты. Даешь колготки и носочки вязаные. Артем Абленко побеседовал с именитыми дамами и узнал, почему бомонд так далек от гламура. На модной тусовке в Алматы все дамы разоткровенничались. Светская львица Евгения Тян наконец призналась, чего хотят женщины. Пара хороших колготок. Они всегда нужны, они рвутся, и на них всегда жалко денег. И я радуюсь, как ребенок, этим мелочам. Звезда вузеров Сая Уразгалиева колготкам предпочитает более серьезные вещи. Ее желание на 8 марта может исполнить только искусный механик. Затянутые болты и гайки – вот что доставит ей настоящее удовольствие. У меня машина после аварии. Если бы мне ее кто-нибудь починил, я была бы очень признательна. Еще фара не горит. На съемках оставила машину, выхожу, а она подбита, так сказать. Жемиля Серкибаева сегодня буквально с корабля на бал. После выступления успела забежать на вечеринку. Пользуясь случаем, намекнула суженному о своих желаниях. Купив постель. Не знаю, я надеюсь, во всяком случае, что у меня это будет. Ну и, наверное, самое главное – это любовь. Красавица Виктория Маминбаева, вдоволь покрутившись перед камерами, решила сказать и свое веское слово. Оказалось, миссис Казахстан обычными духами не покорить. Колготки, носки, бритву. Мне кажется, это все из области носки, да, особенно запретных подарков. Дорогое кружевное белье все-таки даже не на 8 марта, на 14 февраля очень допустимо. Мужчинам на заметку. Иногда ваша любовь обрадуется таким вещам, о которых вы даже и не предполагали. Поэтому используйте проверенный способ. Спросите о желаниях, а потом уже приступайте к исполнению. Артем Абленко, Никита Хасанов, Новости Ревью. А вот чтобы стать своей среди чужих, подарками запасаться не обязательно. Такой целью задалась обычная казахстанская студентка. Ее давняя мечта – покорить алматинский бомонд. Только получить пропуск на закрытую вечеринку – задача не из легких. Попасть Золушке на бал помогла программа «Ревью». А вот с чем ушла оттуда великая комбинаторша, расскажет Мадина Жанузакова. 20-летняя Карина мечтает о гламурной жизни. Особое восхищение у нее вызывают ит-герл и светские львицы. И сегодня я узнала то, что состоится крутая тусовка светских лиц, на которую я с радостью хочу пойти. Программа «Ревью» поможет сегодня девушке осуществить ее мечту. Перевоплощать студентку в светскую львицу взялась Ирина Хабер. Визажист знает, как из любого материала сделать конфетку. Такой макияж, который будет использовать минимум теней и в то же время будет максимально эффектно подчеркивать глазки. Губы Карины будет подчеркивать помада цвета фуксии. Ну и, конечно, волосы. Это одно из самых главных оружий светских красавиц. Что значит светская внешность? Это ухоженность. Ухоженность – это хорошая кожа. Это хорошее состояние кожи, это хорошее состояние волос. Через час образ Карины закончен. Встречайте потенциальную королеву сегодняшнего бала.
вот, уже через 2 минутки я зайду на светскую тусовку. Но я не волнуюсь, потому что я выгляжу шикарно. Взгляд хищницы, грация и отточенная походка. Карина – молодая актриса и модель. По крайней мере, так она будет представляться Бамонду. Я рада знакомству. Спасибо, мне очень приятно. Спасибо. Я бы хотела принять участие в вашей коллекции. Я модель. Модель. Обязательно приглашу вас на премьеру. Можно тогда запишу ваш номер, чтобы вас пригласить? Давайте я тоже вас буду. Давайте я вам позвоню, вам удобнее. Давайте. Стоит отметить, что с первых минут Карина себя чувствует как рыба в воде. Никто даже не догадался, что буквально час назад она была простой девчонкой с улицы. Я вам сейчас дам визит. Да, давайте визит. Я как раз хотела приобрести. Ага, обязательно. Спасибо большое. О, вот я думаю, Карина, очень приятно. Я вот думаю, где-то я вас видела. Да, наверное. Шикарно выглядите вы. Спасибо большое. Правда, нашлись и такие, кто на уловки незнакомки не клюнул. Видимо, не первый раз встречаются с такой авантюристкой. Я не дизайнер, вы Вы что? директор, да, я знаю, я вас видела. Да, спасибо. Да. Я думаю, мы где-то с вами знакомились. Да, на кинофестивале вас хорошо помню. Шикарно выглядите. Спасибо большое. 10-м, вот последнем самом. 10-м кинофестивале? Да, вы там были. Это евразийский, что ли? Да. Я не был там. Цель программы достигнута. Быть своей среди чужих оказалось не так-то сложно. Я считаю, что у меня получилось. Многие даже мне дали, конечно, свои номера. Ну, многие, конечно, отказались. Ну, я думаю, что полагаю, что они были женатыми, так, с супругами. Не зря говорят, по одежке встречают, а ждать, когда ее проводят, Карина не стала. А вдруг раскусят раньше времени? С отличным настроением новоиспеченная тусовщица покинула пати с несколькими важными визитками и селфи с места события. Мадина Жанузакова, Гани Калуов, Богдан Азаров. Новости Ревью. Что-то здесь не так. Заподозрили неладные гости на показе Ланвен в Париже. Ким Кардашьян и Джаред Лето одновременно обесцветились. Их светлые головы вызвали такой ажиотаж среди папарацци, что даже пришлось вызвать охранников. Джаред Лето теперь платиновый блондин. Звезду сразу и не признали, когда он в темных очках пытался пробраться в зал показов, но кто-то его выдал. Это для фильма «Отряд самоубийц». Новая прическа – часть процесса. Ким Кардашьян по поводу своей обесцвеченной шевелюры промолчала. А зря. Большинство свидетелей перевоплощения оценили старания Ким. На показ светская львица пришла с мужем и мамой, а вот дочку Норт в этот раз оставили дома. Видимо, Кардашьян побоялась гнева Анны Винтур, которая уже нелестно высказалась в адрес капризной и шумной малышки. Альбер Эльбас в коллекции «Осень-зима» представил множество различных платьев. Покороче, подлиннее, приталенные, широкие, из бархата, шелка, блестящие и строгие. Дополняли образы своеобразные кепки с козырьком, закрывающим глаза. После нашумевшего показа мужской коллекции Рика Оуэнса, когда сквозь одежду было видно все и даже больше, многие гадали, что же будет в женской линии. А ничего, дизайнер отыгрался лишь на лицах моделей. Они были вымазаны золотой и серебряной краской. Золотые лица – это образ индейцев майя. По-моему, очень красиво. Я подумал, новый вид макияжа. А почему нет? Зачем красная помада, когда можно нанести на все лицо что-то золотое? А вот крой одежды и использованные материалы заставили подумать о первобытном человеке. Наверное, так могли выглядеть наши предки, когда одеждой служила шкура, а прически были максимально простыми. Дико повезло. Актер Харрисон Форд поправляется после авиакатастрофы. Халк с лицом куклы. Мускулистая Барби лишила сна мужчин. Заряжайся позитивом. Ревью подарит тебе крутое настроение. Помятый, но в порядке. Так сообщил о состоянии Харрисона Форда его сын. Напомним, актер пострадал при жесткой посадке ретро-самолета. Летательный аппарат теперь придется собирать по кусочкам, а Форд пока поправляется в больнице. Прибывшие на место крушения спасатели лишь удивленно развели руками. По их словам, Харрисон Форд мастерски произвел аварийную посадку самолета и только благодаря этому остался жив. Практически сразу после взлета пилот связался с диспетчером и сообщил о проблемах с двигателем. Из-за неполадок со связью Харрисон Форд сам принял решение об экстренной посадке. Актер является лицензированным пилотом. На его счету около 1000 часов в небе. По сообщению медиков, сейчас Харрисон чувствует себя неплохо и в скором времени полностью поправится. Проблемы в семье преследуют рэпера Уиз Халифа. После скандального расставания с Эмбер Роуз исполнитель продолжает оскорблять девушку. Только теперь он это делает в песнях.
Я ошибся, когда женился на стриптизерше. Эти женщины не готовы к семье, им нужен лишь Инстаграм, а не просто ш**ки. Стоит отметить, что и Эмбер не лыком шита, так что в скором времени Халифе следует ожидать ответного удара. Пока одни выясняют отношения, Джереми Микс делает деньги, даже находясь за решеткой. Самый красивый преступник в мире подписал контракт с модельным агентством и сразу после освобождения приступит к своим обязанностям. Напомним, 30-летний Микс был приговорен к 2 годам лишения свободы за незаконное хранение оружия. Джеки Чан сейчас тоже очень востребован. Актер получил роль в продолжении российского фильма «Вий». Известно, что картина будет носить название «Вий 2. Поездка в Китай». Выход российской картины с Джеки намечен на 2016 год. Сабина Таргаева. Новости Ревью. Красивого человека должно быть много. Что-то не вяжется, правда? А что, не все Барби хрупкие. Например, возле этой барышни Арнольд Шварценеггер просто муравей. 40 сантиметров. И это только объем ее бицепса. Мускулистая девушка с лицом куклы шокировала всех мужчин в интернете. Да что я вам рассказываю? Смотрите сами. 18-летняя россиянка Юлия Винс своим телом известна далеко за пределами родины. Впервые в спортзал она попала в 15 лет. Силовые занятия не могли не сказаться на хрупкой фигуре. Сейчас объем ее бицепса равен 40 сантиметрам. В приседе девушка может поднять 175 килограммов, а в жиме лежа 145. Пауэрлифтинг изменил не только внешность Юлии, но и ее личную жизнь. Среди гири гантелей она встретила спортивного красавца по имени Сергей. Есть очень много девушек, которые профессионально занимаются бодифитнесом, бодибилдингом женским, и у них прекрасные здоровые дети, причем не один. А вот Закир из группы «Домино» таких рельефно сложенных девушек не приветствует. Красавицы в образе телохранителей не для него. Если девушка накачаннее, чем я, грубо говоря, или больше, чем я, то я бы с ней лично не встречался. Я боюсь, она меня задушит. Больше меня, ты че? Нет. А так уважаю. Ну вот, как я говорю, со стороны я бы говорил: девушка, ты молодец, красавчик. Чтобы добиться таких мышц, нужны не только многочасовые тренировки, но и сила воли. Казалось бы, гордиться такой подругой жизни надо. Однако мнения казахстанских мужчин разошлись. Она занимается спортом. Значит, молодец. Я тоже сам занимаюсь спортом. Ну, если в пределах разумного, я считаю, то это красота. А если перекачать себя до безумия, то это, наверное, больше идет какой-то, ну, может быть, в какой-то степени уродство. Потому что женщина должна быть изящна в первую очередь. Хотя, добавили опрошенные, если девушке не мешают бицепсы хорошо готовить и быть милой и ласковой, то можно и закрыть глаза на необычное увлечение. Тем более, что усиленные тренировки, если и влияют на организм, то чаще всего положительно. Мадина Жанузакова, Гани Калуов, Даурен Миргалиев. Ревью. К весенним праздникам готовятся не только женщины, но и пернатые. Тому доказательство супервеселые попугаи, которые стали интернет-звездами. Нетрезвый диалог птенцов заставил улыбнуться миллионы пользователей. Разобрать, о чем говорят эти попугаи, невозможно. Вопли, доносящиеся из клювов пернатых, напоминают диалог нетрезвых людей. Пользователи уже прозвали видео пьяным дуэтом. Поставил на уши весь интернет и этот голый мужчина. По веревке из связанных простыней он покидает Букингемский дворец через окно. На беглеце нет ничего, кроме одного носка. Как он оказался в резиденции британских королей, так и осталось тайной. Этот кот своими актерскими данными может дать маху самому Джонни Деппу. Как только хозяин надевает на него поводок, животное сразу же падает в обморок, а то и вовсе притворяется неживым. Хвостатый обманщик не хочет выходить на прогулку. Как только мужчина отпустил поводок, он тут же удрал. Его собрат, австралийский кот-скейтбордист, не менее популярный в сети. Дрессировщик обучил питомца умело обращаться со снарядом. У ролика свыше 5 миллионов просмотров. Мадина Жанузакова, Новости Ревью. Фея, карета из тыквы и, конечно же, хрустальная туфелька. Сегодня в казахстанский прокат выходит новая экранизация любимой сказки «Золушка». На предпоказе яблоку негде было упасть. Причем за судьбу главной героини переживали не только дети и женщины.
Забудь о бале. Твое место тут. С такой мачехой любому пришлось бы несладко. Вот и в диснеевской экранизации актрисе Лили Джеймс предстояло многого натерпеться от Кейт Бланшетт. Чумазая Эллушка. Эллушка. Золушка. Пока каждая девушка мысленно примеряла хрустальную туфельку, мужчины представляли себя в роли принцев. Как оказалось, сказка до сих пор не оставляет равнодушными ни слабый, ни сильный пол. А я люблю Дисней просто с детства. Он такой красивый, такой крутой, и все у него так классно. Классно тоже быть принцем своим королевством. Золушка очень хорошая, она такая умная, но мне мачехи не нравится. Мне очень понравилось, что это без спецэффектов, что не рисованные, а живые такие декорации. Мне больше всего понравилась хрустальная туфелька. Еще одно обстоятельство не может не радовать. Золушка заговорила по-казахски. В переводе сказочной истории она получила имя Кульбике. Вы сегодня увидите, как звучит Золушка, Кульбике, как она звучит на казахском языке, и вы, для вас не будет ощущения, что Хелена Бонем Картер, она, в общем-то, говорит на английском. Казахский язык будет очень гармонично вложен в ее текста. В прокат картина выходит уже сегодня, 6 марта. В Казахстане фильм представляет компания «Меломан», официальный дистрибьютор кинокомпаний Disney, Sony и Базилевс. Танара Жуманова, Ерлан Абдуалиев, Новости Ревью. Как известно, 8 марта, оно в Африке уже не 8 марта. Пока казахстанские девушки принимают букеты от любимых мужчин, итальянские дамы бронируют стрип-клубы. А жительницы Японии любуются на кукол в витринах. В общем, кто на что горазд в женский день. Кому всего день, а кому 30 дней праздник. В Японии весь март считается женским месяцем и называется Хина-Мацури. Причем на первое место выходят не цветы и шарики, а национальные куклы, в магическую силу которых японцы верят уже много столетий. Традиционно матери и дочери пускают бумажные подделки в воду. Обычай гласит, что таким образом девочки защищают себя от всего негативного. Этот ритуал защищает детей от темных сил, а также благоприятно влияет на их здоровье и долголетие. Во Франции и Германии вместо 8 марта отмечают День матери во 2 майское воскресенье. Причем в честь праздника от домашних хлопот одинокие девушки не освобождаются. Чем не мотиватор, чтобы создать семью и завести ребенка? В Италии 8 марта – это женский день в прямом смысле слова. Никаких мужчин, исключительно компании подружек. Как правило, в этот день все бары, рестораны и стриптиз-клубы обслуживает слабый пол. Мужчины в этот день сидят по домам. Это история для женщин. Мужчинам этого не понять. Так что, если одного Международного женского дня в году вам маловато, имейте в виду. Можно подгадать поездку в нужную страну в нужное время и отпраздновать от души еще пару 8 марта. Танара Жуманова, Новости Ревью. Милые девушки, надеюсь, вы готовы принимать поздравления от знаменитых мужчин. Звезды приготовили для казахстанских женщин самые красивые и искренние поздравления. Смотрим. Дамы, любимые, мы вас поздравляем искренне от всей души и желаем вам себя. Слушайте наши песни, радуйтесь. Желаю вам любить и быть человеком, которого любят. Дорогие, любимые женщины, я хочу вам пожелать, чтобы исполнялись все ваши мечты. Любите и будьте любимыми. Милые, самые красивые, самые любимые все девушки Казахстана, бабушки, мамы и доченьки. Я вас очень сильно всех люблю, поздравляю и всем мужчинам рекомендую не забыть поздравить, возможно, даже сейчас позвонить с наступающим. И 8 марта хотя бы маленький цветочек, уже будет приятно. Программа «Ревью» искренне поздравляет всех девушек Казахстана с 8 марта. Милые девушки, цветите, любите. Пусть становится больше тех, кто дарит вам улыбки и хорошее настроение. До встречи в эфире. Пока. Быть своей среди чужих оказалось не так-то сложно. Я считаю, что у меня получилось. Многие даже мне дали, конечно, свои номера. Многие, конечно, отказались. Я думаю, что они были женатыми, с супругами. Не зря говорят, по одежке встречают. А ждать, когда ее проводят, Карина не стала. А вдруг раскусят раньше времени? С отличным настроением новоиспеченная тусовщица покинула пати с несколькими важными визитками и селфи с места события. Мадина Жанузакова, Гани Калуов, Богдан Азаров, Новости Ревью. Что-то здесь не так. Заподозрили неладные гости на показе Ланвен в Париже. Ким Кардашьян и Джаред Лето одновременно обесцветились. Их светлые головы вызвали такой ажиотаж среди папарацци, что даже пришлось вызвать охранников.
Джаред Лето теперь платиновый блондин. Звезду сразу и не признали, когда он в темных очках пытался пробраться в зал показов, но кто-то его выдал. Это для фильма «Отряд самоубийц». Новая прическа – часть процесса. Ким Кардашьян по поводу своей обесцвеченной шевелюры промолчала. А зря. Большинство свидетелей перевоплощения оценили старания Ким. На показ светская львица пришла с мужем и мамой. А вот дочку Норт в этот раз оставили дома. Видимо, Кардашьян побоялась гнева Анны Винтур, которая уже нелестно высказалась в адрес капризной и шумной малышки. Альбер Эльбас в коллекции «Осень-зима» представил множество различных платьев. Покороче, подлиннее, приталенные, широкие, из бархата, шелка, блестящие и строгие. Дополняли образы своеобразные кепки с козырьком, закрывающим глаза. После нашумевшего показа мужской коллекции Рика Оуэнса, когда сквозь одежду было видно все и даже больше, многие гадали, что же будет в женской линии. А ничего, дизайнер отыгрался лишь на лицах моделей. Они были вымазаны золотой и серебряной краской. Золотые лица – это образ индейцев майя. По-моему, очень красиво. Я подумал, новый вид макияжа. А почему нет? Зачем красная помада, когда можно нанести на все лицо что-то золотое? А вот крой одежды и использованные материалы заставили подумать о первобытном человеке. Наверное, так могли выглядеть наши предки, когда одеждой служила шкура, а прически были максимально простыми. Дико повезло. Актер Харрисон Форд поправляется после авиакатастрофы. Халк с лицом куклы. Мускулистая Барби лишила сна мужчин. Заряжайся позитивом. Ревью подарит тебе крутое настроение. Помятый, но в порядке. Так сообщил о состоянии Харрисона Форда его сын. Напомним, актер пострадал при жесткой посадке ретро-самолета. Летательный аппарат теперь придется собирать по кусочкам, а Форд пока поправляется в больнице. Прибывшие на место крушения спасатели лишь удивленно развели руками. По их словам, Харрисон Форд мастерски произвел аварийную посадку самолета и только благодаря этому остался жив. Практически сразу после взлета пилот связался с диспетчером и сообщил о проблемах с двигателем. Из-за неполадок со связью Харрисон Форд сам принял решение об экстренной посадке. Актер является лицензированным пилотом. На его счету около 1000 часов. Оказалось, миссис Казахстан обычными духами не покорить. Колготки, носки, бритву. Мне кажется, это все из области носки, да, особенно запретных подарков. Дорогое кружевное белье все-таки даже не на 8 марта, на 14 февраля очень допустимо. Мужчинам на заметку. Иногда ваша любовь обрадуется таким вещам, о которых вы даже и не предполагали. Поэтому используйте проверенный способ. Спросите о желаниях, а потом уже приступайте к исполнению. Артем Обленко, Никита Хасанов, Новости Ревью. А вот чтобы стать своей среди чужих, подарками запасаться не обязательно. Такой целью задалась обычная казахстанская студентка. Ее давняя мечта – покорить алматинский бомонд. Только получить пропуск на закрытую вечеринку – задача не из легких. Попасть Золушки на бал помогла программа «Ревью». А вот с чем ушла оттуда великая комбинаторша, расскажет Мадина Жанузакова. 20-летняя Карина мечтает о гламурной жизни. Особое восхищение у нее вызывают ит-герл и светские львицы. И сегодня я узнала то, что состоится крутая тусовка светских лиц, на которую я с радостью хочу пойти. Программа «Ревью» поможет сегодня девушке осуществить ее мечту. Перевоплощать студентку в светскую львицу взялась Ирина Хабер. Визажист знает, как из любого материала сделать конфетку. Такой макияж, который будет использовать минимум теней и в то же время будет максимально эффектно подчеркивать глазки. Губы Карины будет подчеркивать помада цвета фуксии. Ну и, конечно, волосы. Это одно из самых главных оружий светских красавиц. Что значит светская внешность? Это ухоженность. Ухоженность – это хорошая кожа. Это хорошее состояние кожи, это хорошее состояние волос. Через час образ Карины закончен. Встречайте потенциальную королеву сегодняшнего бала. Ну вот, уже через 2 минутки я зайду на светскую тусовку. Но я не волнуюсь, потому что я выгляжу шикарно. Взгляд хищницы, грация и отточенная походка. Карина – молодая актриса и модель. По крайней мере, так она будет представляться бомонду. Я рада знакомству. Спасибо, мне очень приятно. Спасибо. Я бы хотела принять участие в вашей коллекции. Это возможно? Я модель. Модель. Обязательно приглашу вас на премьеру. Можно? Тогда запишу ваш номер, чтобы вас пригласить. Давайте я тоже вас буду. Давайте я вам позвоню, вам удобнее будет. Давайте. Стоит отметить, что с первых минут Карина себя чувствует как рыба в воде. Никто даже и не догадался, что буквально час назад она была простой девчонкой с улицы. Да, давайте визит. Я как раз хотела
хотя бы сильно. Ага, обязательно. Спасибо большое. О, вот я думаю, Карина, очень приятно. Взаимно. Я вот думаю, где-то я вас видела. Да, наверное. Шикарно выглядите вы. Спасибо большое. Правда, нашлись и такие, кто на уловки незнакомки не клюнул. Видимо, не первый раз встречаются с такой авантюристкой. Я не дизайнер, вы что? Вы директор, да, я знаю, я вас видела. Да, спасибо. Да. Я думаю, мы где-то с вами знакомились. Да, на кинофестивале вас хорошо помню. Шикарно выглядите. Спасибо большое. 10-м, вот последним самым. 10-м кинофестивале? Да, вы там были. Это евразийский, что ли? Да. Я не был там. Цель программы достигнута. Вели опрошенные, если девушке не мешают бицепсы хорошо готовить и быть милой и ласковой, то можно и закрыть глаза на необычное увлечение. Тем более, что усиленные тренировки, если и влияют на организм, то чаще всего положительно. Мадина Жанузакова, Гани Калоев, Даурен Миргалиев. Ревью. К весенним праздникам готовятся не только женщины, но и пернатые. Тому доказательство супервеселые попугаи, которые стали интернет-звездами. Нетрезвый диалог птенцов заставил улыбнуться миллионы пользователей. Разобрать, о чем говорят эти попугаи, невозможно. Вопли, доносящиеся из клювов пернатых, напоминают диалог нетрезвых людей. Пользователи уже прозвали видео пьяным дуэтом. Поставил на уши весь интернет и этот голый мужчина. По веревке из связанных простыней он покидает Букингемский дворец через окно. На беглеце нет ничего, кроме одного носка. Как он оказался в резиденции британских королей, так и осталось тайной. Этот кот своими актерскими данными может дать маху самому Джонни Деппу. Как только хозяин надевает на него поводок, животное сразу же падает в обморок, а то и вовсе притворяется неживым. Хвостатый обманщик не хочет выходить на прогулку. Как только мужчина отпустил поводок, он тут же удрал. Его собрат, австралийский кот-скейтбордист, не менее популярный в сети. Дрессировщик обучил питомца умело обращаться со снарядом. У ролика свыше 5 миллионов просмотров. Мадина Жанузакова, Новости Ревью. Фея, карета из тыквы и, конечно же, хрустальная туфелька. Сегодня в казахстанский прокат выходит новая экранизация любимой сказки «Золушка». На предпоказе яблоку негде было упасть. Причем за судьбу главной героини переживали не только дети и женщины. Забудь о бале. Твое место тут. С такой мачехой любому пришлось бы несладко. Вот и в диснеевской экранизации актрисе Лили Джеймс предстояло многого натерпеться от Кейт Бланшетт. Чумазая Эллушка. Эллушка. Золушка. Пока каждая девушка мысленно примеряла хрустальную туфельку, мужчины представляли себя в роли принцев. Как оказалось, сказка до сих пор не оставляет равнодушными ни слабый, ни сильный пол. А я люблю Дисней просто с детства. Он такой красивый, такой крутой, и все у него так классно. Классно тоже быть принцем своим королевством. Золушка очень хорошая, она такая умная, но мне мачехи не нравится. Мне очень понравилось, что это без спецэффектов, что не рисованные, а живые такие декорации. Мне больше всего понравилась хрустальная туфелька. Еще одно обстоятельство не может не радовать. Золушка заговорила по-казахски. В переводе сказочной истории она получила имя Кульбике. Вы сегодня увидите, как звучит Золушка, Кульбике, как она звучит на казахском языке, и вы... В небе. По сообщению медиков, сейчас Харрисон чувствует себя неплохо и в скором времени полностью поправится. Проблемы в семье преследуют рэпера Уиз Халифа. После скандального расставания с Эмбер Роуз исполнитель продолжает оскорблять девушку. Только теперь он это делает в песнях. Я ошибся, когда женился на стриптизерше. Эти женщины не готовы к семье, им нужен лишь Инстаграм, а не просто ш**ки. Стоит отметить, что и Эмбер не лыком шита, так что в скором времени Халифе следует ожидать ответного удара. Пока одни выясняют отношения, Джереми Микс делает деньги, даже находясь за решеткой. Самый красивый преступник в мире подписал контракт с модельным агентством и сразу после освобождения приступит к своим обязанностям. Напомним, 30-летний Микс был приговорен к 2 годам лишения свободы за незаконное хранение оружия.
Джеки Чан сейчас тоже очень востребован. Актер получил роль в продолжении российского фильма «Вий». Известно, что картина будет носить название «Вий-2. Поездка в Китай». Выход российской картины с Джеки намечен на 2016 год. Сабина Таргаева. Новости Ревью. Красивого человека должно быть много. Что-то не вяжется, правда? А что, не все Барби хрупкие. Например, возле этой барышни Арнольд Шварценеггер просто муравей. 40 сантиметров. И это только объем ее бицепса. Мускулистая девушка с лицом куклы шокировала всех мужчин в интернете. Да что я вам рассказываю? Смотрите сами. 18-летняя россиянка Юлия Винс своим телом известна далеко за пределами родины. Впервые в спортзал она попала в 15 лет. Силовые занятия не могли не сказаться на хрупкой фигуре. Сейчас объем ее бицепса равен 40 сантиметрам. В приседе девушка может поднять 175 килограммов, а в жиме лежа 145. Пауэрлифтинг изменил не только внешность Юлии, но и ее личную жизнь. Среди гири гантелей она встретила спортивного красавца по имени Сергей. Есть очень много девушек, которые профессионально занимаются бодифитнесом, бодибилдингом женским, и у них прекрасные здоровые дети, причем не один. А вот Закир из группы «Домино» таких рельефно сложенных девушек не приветствует. Красавицы в образе телохранителей не для него. Если девушка накачаннее, чем я, грубо говоря, или больше, чем я, то я бы с ней лично не встречался. Я боюсь, она меня задушит. Больше меня, ты че? Нет. А так уважаю. Ну вот, как я говорю, со стороны я бы говорил: девушка, ты молодец, красавчик. Чтобы добиться таких мышц, нужны не только многочасовые тренировки, но и сила воли. Казалось бы, гордиться такой подругой жизни надо. Однако мнения казахстанских мужчин разошлись. Она занимается спортом. Значит, молодец. Я тоже сам занимаюсь спортом. Ну, если в пределах разумного, я считаю, то это красота. А если перекачать себя до безумия, то это, наверное, больше идет какой-то, ну, может быть, в какой-то степени уродство. Потому что женщина должна быть изящна в первую очередь. Хотя добавить... Эксперимент года. Как обычная студентка втерлась в доверие алматинскому бомонду. Колготки, носки, бритву. Миссис Казахстан выбрала себе подарок на 8 марта. Светлые головы Ким Кардашьян и Джаред Лето обесцветились. Халк с лицом куклы. Мускулистая Барби лишила сна мужчин. Всем привет! А начну я выпуск с объятий. Давайте, не стесняйтесь, обнимите всех, кто сейчас с вами рядом. Да хотя бы телевизор. Сегодня самое время проявлять свои нежные чувства. По крайней мере, так советует алматинский метрополитен. Вообще, Международный день объятий отмечают 21 января. Его придумали в 80-х годах американские студенты. В этот день можно по-дружески заключить в объятия даже незнакомого человека. А вот алматинский метрополитен именно сегодня решил устроить праздник тепла для наших дорогих дам. Под призывом «Обними маму» ростовые куклы обнимали всех прохожих, на что те с радостью соглашались. Почаще надо обнимать. Обнять – самый лучший подарок. Ой, молодец. Мы хотим, чтобы к 8 марта обнимали мам, чтобы к празднику защитников Отечества обнимали отцов. Вообще, чтобы наших объятий в нашей стране было как можно больше. Пообнимавшись вдоволь, пассажиры метро отправились к своим родным и близким поделиться положительной энергетикой. Динара Атеева, Гани Калуов, Ревью. Лихорадка вокруг 8 марта в самом разгаре. Мужчины уже вспотели в суматошном поиске подарка. Но, как оказалось, казахстанские леди совсем не привередливые. Не нужны им бриллианты. Даешь колготки и носочки вязаные. Артем Абленко побеседовал с именитыми дамами и узнал, почему бомонд так далек от гламура. На модной тусовке в Алматы все дамы разоткровенничались. Светская львица Евгения Тян наконец призналась, чего хотят женщины. Пара хороших колготок. Они всегда нужны, они рвутся, и на них всегда жалко денег. И я радуюсь, как ребенок, этим мелочам. Звезда вузеров Сая Уразгалиева колготкам предпочитает более серьезные вещи. Ее желание на 8 марта может исполнить только искусный механик. Затянутые болты и гайки – вот что доставит ей настоящее удовольствие. У меня машина после аварии. Если бы мне ее кто-нибудь починил, я была бы очень признательна. Еще фара не горит. На съемках оставила машину, выхожу, а она
подбита, так сказать. Жемиля Серкибаева сегодня буквально с корабля на бал. После выступления успела забежать на вечеринку. Пользуясь случаем, намекнула суженному о своих желаниях. Купить постель. Не знаю, я надеюсь, во всяком случае, что у меня это будет. Ну и, наверное, самое главное – это любовь. Красавица Виктория Маминбаева, вдоволь покрутившись перед камерами, решила сказать и свое веское слово.